Я рад видеть вас в Казахстане. Вы уже провели переговоры с коллегой, с нашим президентом. Все вопросы, касающиеся наших взаимоотношений, абсолютно ясны. Я считаю, что российско-казахстанское сотрудничество примерное для всех других государств. Все 30 лет после развала Союза у нас ни разу не возникло никаких разногласий, конфликтов, потому что Казахстан настроен всегда быть рядом и выполнять договоренности о нашем стратегическом партнерстве, вечной дружбе. И это в интересах обеих государств. Казахстан и Россия преодолевают вопросы борьбы с коронавирусом, связанные с этим трудности в экономике. Недавно мы встречались с Владимиром Владимировичем, советовались, говорили, сверили часы. Будем работать как раньше. Казахстан заинтересован в развитии промышленной кооперации по всем направлениям. Мы решили сложнейшие вопросы границ между нашими странами, в том числе в Каспийском море. И последующие годы всегда мы чувствовали плечо. Вы встретите сегодня правительство Евразес. Нам надо укреплять эту организацию. Уважаемый Нурсултан Абидович, хочу вас в первую очередь поблагодарить за теплый прием нашей делегации и передать самые добрые слова и теплые пожелания от президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. Мы провели очень конструктивные встречи. Вчера работали активно в различных, в том числе, местах здесь, в Нур-Султане, и провели, так сказать, двусторонние встречи с правительством, с кабинетом министров уважаемого Аскара Узакбаевича Мамина. И тоже вспоминаю с теплотой первый визит в Казахстан, где мы встречались в феврале прошлого года. Это был мой первый официальный визит в качестве главы Кабмина. Мы достаточно активно сегодня обсудили двустороннюю повестку. Хочу сказать, что у нас на 34% поднялся товарооборот. И более того, в этом году? За полгода. И мы превысили, самое главное, допандемический уровень. То есть мы вот констатируем уже на 20%. И хотим больше 20 миллиардов долларов цифру до конца года взаимной торговли. Мне кажется, что в этом смысле есть все предпосылки для активной работы. Вы упомянули взаимодействие в промышленности. Мы проработали вчера очень много совместных проектов, в том числе обсудили и авиастроение, горно-рудную, химическую промышленность, много-много всего. Конечно, необходимо говорить также о сотрудничестве в сфере цифровизации. Целый блок идет мощных достаточно инициатив. Он есть у нас и в Евразес, и в двусторонних отношениях. Я вчера посмотрел на блестящий центр, который коллеги организовали для так называемого электронного правительства. Очень интересные наработки. Скажу откровенно, у нас нет никаких тайн. Мы также взаимно открыты. Мы показываем то, что сделали у себя в Координационном центре правительства России. Но я скажу, меня вчера поразило, с какой скоростью коллеги внедряют самые современные решения. Здесь работа сберегательного банка также очень интересно могла бы быть по созданию платформы. Вот такой целый комплекс направлений на сегодняшний день в нашей двусторонней повестке. Ну и, конечно, по коронавирусу вы сказали, мы здесь делаем все возможное, чтобы бороться с этой непростой инфекцией. То, что сегодня «Спутник Ви» производится на Карагандинском фармацевтическом заводе, и то, что все открыто, это, конечно, очень серьезная работа. Более 5 миллионов доз произведено. Я знаю, что мы сильно удовлетворены этой работой и всегда рядом, плечом к плечу, стоим с нашими казахстанскими братьями. Ну и еще раз хотел в заключение сказать, что мы не просто дорожим нашими братскими добрососедскими отношениями, а будем всячески развивать как двустороннюю повестку, так и наши отношения в рамках Евразеса.